Здравствуйте, на телеканале ВСТ. Время подвести итоги недели. В студии Елена Насырова и в начале о ключевых событиях. Башкортостан снова в тройке лучших регионов. По традиции на полях форума подводятся итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В этом году первенство разделили Москва, республики Татарстан и Башкортостан. Владимир Путин поздравил республику как одного из лидеров инвестиционного рейтинга. Одна из задач участия на форуме – это представление возможностей, предложений, инвестпроектов. Вот эту задачу, на мой взгляд, мы выполнили. Сотни тысяч обращений и решенных вопросов. Шведские стенки, адаптация жилья, адаптация рабочих мест и также адаптивная одежда. Все это входит в меры поддержки. Госфонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» отметил 3-летие. Я лично сам обращался, и многие мои знакомые, которые побывали в СВО, ветераны, участники СВО, всегда поддерживают, помогают. Уфимскому Арбату быть. Здесь работа ведется комплексно, не только касательно объектов культурного наследия, но и в перспективе работы будут касаться и благоустройства прилегающей территории. В столице ведется благоустройство общественных территорий с сохранением истории. Здесь располагается и дом Демидовых 1770 года постройки. Самое старое жилое здание из камня в городе. На пути во взрослую жизнь. Я сдаю историю, очень сильно волнуюсь. Вчера весь вечер переживал, готовился, смотрел, но думаю, напишу хорошо. Для школьников республики наступила пора выпускных экзаменов. Поначалу давалось сложно, но сейчас я вот это все нарешала и посмотрела разбор Дальнего Востока и, по виду вроде легко, я надеюсь, сдам. Ключевым событием недели, безусловно, стал 29-й Петербургский международный экономический форум. В этом году он собрал более 24 тысяч участников из 142 стран. И Башкортостан, впрочем, как всегда, был в центре внимания. Презентацию регионов, которые сделали ставку на живое общение, технологии и традиции, назвали одной из лучших. Ну а саму республику, как лидера инвестиционного рейтинга, поздравил президент Владимир Путин. На полях форума прошли десятки встреч и переговоров с губернаторами других регионов, топ-менеджерами крупных корпораций и не только. Потенциал Башкортостана оценивали зарубежные гости, ну а сами представители башкирской делегации, в том числе и Ради Хабиров, активно делились опытом на дискуссионных площадках. Чем запомнился нынешний форум и какие соглашения были заключены, расскажет Артур Шамсудинов. Северная столица в эти дни жила в ритме международной экономики, и Башкортостан был частью этого сердцебиения. Десятки встреч и договоренностей на миллиарды рублей. Ключевые при участии Радия Хабирова. Столь высокая деловая активность республики из года в год, причем далеко за рамками форума. Только в 2025-м общий объем инвестиций в экономику Башкортостана увеличился почти на 2% и достиг 852 миллиардов рублей. Если брать общую динамику за последние 7 лет, рост инвестпотока в регион на 76%. За эффективную работу Башкортостан поздравил и президент страны. По традиции на полях форума подводятся итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В этом году первенство разделили Москва, республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская, Московская области. Впервые в число лучших вошли Санкт-Петербург и Сахалинская область. Поздравляю коллег с этими результатами.
Третий год подряд Башкортостан в тройке лидеров, но теперь главное достижение даже не место, а то, что регион стал лучшим по направлению защиты бизнеса. Вот мы в Башкортостане как-то задумались. Вот когда-то пройдет время, и с СВО вернутся наши парни. Уставшие, израненные. И они нам зададут вопрос. Вот мы воевали, мы защищали страну, а вы что делали? И поэтому сейчас очень важно, на мой взгляд, чтобы, работая сейчас, мы могли на основе этого, глядя им в глаза, сказать: мы вас ждали, но не сидели сложа руки. Мы работали, развивали экономику, привлекали инвестиции, строили школы, садики, больницы, дороги. Иными словами, мы делали все, чтобы им помочь нашей стране. А это, как ни парадоксально, тесно связано с тем, что мы делаем и что сегодня обсуждаем. Это экономика, основой которой, конечно, составляет наш бизнес, который в этих тяжелых условиях, наверное, является главной опорой фронту. И поэтому мы у себя в Башкортостане договорились как? Что именно в это время, именно сейчас все до единого, все жители республики живут и работают с одной целью. Все для победы. Спасибо. По словам Владимира Путина, устойчивое развитие страны зависит не только от крупных центров, но и от регионов и их способности создавать рабочие места, развивать производство и привлекать инвестиции. Этим Башкортостан занимался весьма активно. Республика Башкортостан – это всегда такой пример эффективной слаженной работы, повышения эффективности. И мы очень много практик Республики Башкортостан представляем на Смартеку для того, чтобы другие субъекты Российской Федерации могли пользоваться уже готовыми решениями. Мы, конечно, заинтересованы в сотрудничестве с Башкортостаном, потому что этот регион относится к регионам с высоким уровнем технологического развития. Стенд республики как огромная переговорная, которая год от года удивляет своим креативом. То интерактивная юрта, то кабина вертолета, а теперь дерево шежере, управляемое искусственным интеллектом. Республика показала, как строить мосты от традиций к инновациям. Вчера специально осталось уже практически до закрытия, когда все уже уходили, уборщицы намывали, для того, чтобы обойти спокойно, без людей стенд, отснять его со всех сторон и посмотреть. Мне понравились те глубокие смыслы, которые отражены в стенде, то, что это самый дорогой и богатый стенд. Стендом я очень сильно впечатлен, потому что новые технологии, инновации – это уже не будущее, это настоящее. Если про некоторые регионы мы можем сказать, что это наш стратегический партнер Российской Федерации, то Башкортостан – это для нас очень братское место. Фантастически красивая задумка, такой оммаж фильму «Аватар», с одной стороны. А с другой стороны, это и есть суть, когда человек, народ, дело произрастает из земли. В копилке региона договоренности с гигантами промышленности. Компания «Полиметалл» инвестирует почти 12 миллиардов рублей в разработку новопетровского месторождения в Хайбулинском районе, создав сотни рабочих мест. Развитие сотрудничества обсудили и с президентом предприятия «Технониколь». В Башкортостане уже действует несколько производственных площадок, одна из которых открылась в феврале этого года. Новые соглашения с компанией «Напитки вместе», уфимский филиал которой буквально месяц назад установил своеобразный рекорд. Рекордный объем производства вообще за всю историю деятельности завода. То есть предыдущий рекорд был 300 тысяч гектолитров, а в мае было 312 тысяч гектолитров. На 10 миллиардов рублей будут развивать инвестпроект по линии Росагролизинга. Республика стала пилотным регионом, где начала работу машинно-технологическая компания. Она будет предоставлять сельскохозяйственные услуги под ключ. Не имея собственной техники, можно заказать посев, обработку и уборку полевых культур. У Башкортостана есть безусловное преимущество. Вот, например, с точки зрения МТК. Первый регион, мы сегодня это обсуждали, который будет предлагать субсидию на оказание машинно-технологическими компаниями услуг. Никто пока этого не сделал. Это ноу-хау. Мы должны это запустить в Башкирии. И потом, надеюсь, это будем развивать на всю страну. На ПМФ активно укреплялись межрегиональные связи. Соглашения о сотрудничестве подписали с губернаторами Вологодской, Омской и Херсонской областей, а также с соседями Удмуртской республикой. Ну, во-первых, с соседями надо дружить.
если не с теми методомами, как в том фильме. А сотрудничество, на самом деле, оно уже существует, и оно очень плотное. И помимо этого, внутренний туризм на сотни процентов растет. Мои дети в этом году с огромным удовольствием съездили в Башкортостан, отдохнули в восторге. Ну и мы, соответственно, приглашаем от попробовать пельмени до послушать Чайковского. Красоту и туристический потенциал Башкортостана отметил руководитель «Автодора». Компания строила в регионе федеральную трассу М-12. На встрече они представили планы по восстановлению в республике дорог, поврежденных во время прокладки автобана. В прошлом году сдали как раз участок Дюртюли-Ачит. И самым большим, 140 километров, проходил по республике Башкортостан с великолепным, красивейшим мостом через реку Белая. И могу сказать, что в такие короткие сроки можно было сделать только в одном случае, когда руководитель субъекта принимал личное участие. Иначе бы мы так не сделали. Крайне вам завидую, что вы живете в таком замечательном регионе, и мы не могли подвести. На высоких скоростях развиваются и отношения с зарубежными партнерами, которые не скрывали. Башкирский стенд был в числе первых запланированных к посещению. В частности, здесь побывали президент Абхазии Бадыр Гунба, представители Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Китая, Индии и Танзании. Было много медийных лиц. Мы неплохо представили Республику Башкортостан, потому что одна из задач участия на форуме – это представление возможностей, предложений, инвестпроектов. Вот эту задачу, на мой взгляд, мы выполнили. Мы наметили достаточно такой обширный перечень переговоров, потому что здесь очень удобно встречаться со всеми крупными компаниями, руководителями регионов. Мы, на мой взгляд, это тоже даже больше, чем планировали. А вот конкретику по цифрам и контрактам подведут чуть позже. Сейчас идет подсчет суммарного объема договоренностей. Впрочем, в правительстве уже намекнули, что не намерены снижать планку прошлого года. В этом году, к слову, было заключено много незапланированных соглашений. Так что общая стоимость может перевалить за 100 миллиардов рублей. Артур Шамсудинов, Ильшат Казакулов и Марат Юнусов. Итоги недели. Санкт-Петербург. 3 года подряд Башкортостан удерживает 3-е место национального рейтинга состояния инвестклимата, что, по мнению экспертов, признак настоящего мастерства. Ведь и другие регионы не стоят на месте. В условиях жесткой конкуренции и тяжелых экономико-политических условий сохранение позиции – это тоже прогресс. Ну и для сравнения, небольшой временной срез. 8 лет назад Башкортостан был на 23-м месте рейтинга. Благодаря грамотной работе властей и всего экономического блока регион поступательно поднимался вверх. Уже в 2021 году республика в 5-ке, затем 4-е место и вот уже 3-я позиция. Стабильность – признак мастерства. И руководство Республики Башкортостан, судя по всему, этим мастерством владеет в полной степени. Надо сказать, что руководство республики делает очень много для того, чтобы удерживать должную высоту инвестиционной привлекательности, выполняет массу полезных проектов, и эти проекты являются залогом и гарантией того, что ОСИ из года в год отмечает Башкортостан как крайне стабильную инвестиционно привлекательный регион. Своих не бросаем. Государственный фонд «Защитники Отечества» отметил 3-летие с момента открытия региональных филиалов. За это время в Башкортостане была выстроена принципиально новая система поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Благодаря неравнодушию социальных координаторов и сотрудников фонда тысячи людей нашли опору, необходимую поддержку и вернулись к активной жизни. А тех, кому не все равно, в сюжете Азат Садриева. От медицинской реабилитации до трудоустройства и вовлечения в патриотическое воспитание молодежи. Башкирский филиал Госфонда «Защитники Отечества» стал для участников и ветеранов СВО незаменимым помощником. Местом, где их не только выслушают, но и окажут всю необходимую поддержку. Адаптация бойцов к мирной жизни, особенно тех, кто в результате тяжелых ранений лишился конечностей, одно из основных направлений работы. Вместе с протезами, с техническими средствами реабилитации мы также
Государственного фонда «Защитники Отечества» нашим участникам специальной военной операции, которые занимаются адаптивными видами спорта, вручаем и экипировку спортивную, и технические средства реабилитации. Они играют в слэш-хоккей, они занимаются активно спортом, шведские стенки, адаптация жилья, адаптация рабочих мест и также адаптивная одежда. Все это входит в меры поддержки со стороны Государственного фонда «Защитники Отечества». Привлечение к адаптивным видам спорта позволяет ветеранам с инвалидностью поддерживать хорошую физическую форму, общаться друг с другом и сослуживцами из других регионов во время поездок на соревнования. Правовая помощь также остается востребованным направлением работы Госфонда. Треть всех обращений касается получения различных выплат, получения мер поддержки, запросов в воинские части и другие инстанции. С марта прошлого года филиал оказывает поддержку членам семей пропавших без вести и погибших участников СВО. Для каждого нужен свой подход, для каждого нужна своя работа. И здесь психологи как раз нам помогают найти правильные смыслы, чтобы удержать человека в жизни, не просто удержать, а дать ему силы двигаться дальше. Удивительно, но люди находят в себе силы в том, что они в дальнейшем начинают помогать другим. То есть отдавая другому, ты черпаешь силы для себя. В Башкортостане действует многоуровневая система поддержки участников спецопераций и членов их семей, которая охватывает почти все сферы жизни. Бойцам помогают с трудоустройством, реабилитацией, диспансеризацией. Также среди региональных мер единовременные выплаты, адресная социальная помощь, субсидии на газификацию дома, ежемесячные доплаты к пенсии и другие. Обо всем подробнее можно узнать в филиалах фонда «Защитники Отечества», которые открыты во всех городах и районах республики. Чаще всего у нас в районе обращаются, это санаторно-курортное лечение, сейчас реабилитация бойцов. В нашем районе получен у инвалида ветерана СВО получен автомобиль, адаптивная одежда. Двоим ветеранам СВО мы провели замеры и будет проведена адаптация жилого помещения. Бойцы подтверждают, региональные меры поддержки действительно работают и особенно благодарят за то, что пристальное внимание уделяется родным и близким военнослужащих, пока они сами находятся за ленточкой. Если дома все хорошо, то уже ничто не отвлекает от выполнения боевых задач. Я лично сам обращался, и многие мои знакомые, которые побывали в СВО, ветераны, участники СВО, всегда поддерживают, помогают. Лично я могу сказать, что когда я был на СВО, моя жена прошла лечение, отдохнула в санатории Янгантау 2 недели. 1 июня исполнилось 3 года с момента открытия филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества» во всех регионах России. За это время в башкирское отделение организации поступило более 140 тысяч вопросов, 96% из которых уже решены. Азат Садриев, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов, Виктор Демидов. Итоги недели. На неделе в Башкортостане начался самый ответственный период для выпускников. 1 июня для них стартовал марафон экзаменов. 11-классники уже написали ЕГЭ по русскому языку и предметам по выбору. Свой первый серьезный шаг во взрослую жизнь сделали и школьники, завершившие среднее звено. Всего же в этом году период аттестации затронет свыше 70 тысяч ребят. Дальше их ждет серьезный путь становления как профессионалов. А какие для этого возможности? Обо всем по порядку расскажет Алия Альтубаева. На плацу 94-го лицея ребята собирались задолго до старта экзаменов. На свежую голову вспоминали даты и настраивались на сдачу. Свои знания на бумаге предстояло изложить будущим врачам, юристам, педагогам и творческим личностям. Экзамены по истории, литературе и химии сдали свыше 5000 выпускников республики. Сдаю химию и биологию, собираюсь на врача, на педиатра. На самом деле вообще не волнуюсь абсолютно. Я 2-3 года готовилась, и я, в принципе, уверена в своих силах, в своих знаниях. Я сдаю историю, очень сильно волнуюсь. Вчера весь вечер переживал, готовился, смотрел, но думаю, напишу хорошо. На входе ребят ждали стандартные процедуры безопасности. В этом году экзамены стартовали чуть-чуть позже. Обычно мы это делали в конце мая. В этом году это 1 и 2 июня для 11-классников и для 9-классников. Ну и еще одним новшеством, это уже для нас, для организаторов, является то, что мы постепенно переходим все на более современные, совершенные
совершенные информационные технологии. Например, в этом году мы вошли в апробацию в программе Гостех. Все кабинеты традиционно оборудовали 2 камерами. Видео с них в онлайн-режиме транслировалось на веб-портал. В первую очередь это нужно, чтобы обеспечить прозрачность и равные возможности для всех школьников. Проходят в аудитории ребята по спискам и рассаживаются строго в шахматном порядке. При себе они могут иметь паспорт, бутылку с водой и шоколад. По необходимости – лекарства. А еще при сдаче профильных предметов школьники могли пользоваться простыми калькуляторами и орфографическими словарями. Поэтому как такового страха у них не было. Как отмечают эксперты, процесс сдачи становится все более технологичным. Задания уже 4 года как не привозят в заранее запечатанных конвертах. Приходит ключ, члены ГЭК проходят каждую аудиторию с помощью так называемого токена, на котором находится пароль. Мы вводим данные, и только после этого получается, что организатор в аудитории распечатывает экзаменационные материалы. Дальше ребята прошли инструктаж и начали работу. Первые результаты они получат уже в течение 2 недель. К слову, в этом году популярными предметами для ЕГЭ по выбору остаются профильная математика и обществознание. Растет интерес к информатике, физике, биологии и химии. Самое сложное при подготовке – это сон, это дисциплина. Но отдыхать тоже очень важно. С боевым настроем, то, что у меня все получится. И у всех вот в классе тоже все получится. Я в это верю. Говоря о поступлении, приемные компании вузов уже готовы к первым абитуриентам. Среди новшеств изменения коснулись целевиков. Теперь квоты привязывают к конкретным компаниям-заказчикам. То есть работодатели сами говорят, сколько и какие специалисты им нужны. Еще появился день тишины. Когда выходят приказы о зачислении, абитуриенты уже не могут передумать и отозвать документы. А вот тем, кто после колледжа хочет сменить сферу, им в этом году пришлось заново сдавать экзамены. Мы не видим, вот. Попова Мария, 017-я аудитория. Найти свою фамилию среди сотен в списке – то еще испытание. Параллельно со сдачей ЕГЭ и 9-классники сделали первые серьезные шаги на пути к получению заветного аттестата. Первым стал экзамен по математике. Поначалу давалось сложно, но сейчас я вот это все нарешала и посмотрела вот разбор Дальнего Востока и... по виду вроде легко. Я надеюсь, сдам. В этом году ОГЭ сдают свыше 54 тысяч ребят республики. Среди них и те, которым остается лишь подтвердить свои знания высокими баллами. Спонтанно получилось. У меня никогда не возникало проблем с учебой, поэтому... как-то самовольно, что у меня не вышло ни одной 4. Собираюсь поступать в 10-11 класс, сдавать физику на ЕГЭ и затем поступать на электроэнергетику. Большие возможности ждут и тех, кто уже сейчас начнет обучаться и строить свою карьеру. И условия в колледжах никак не хуже, чем в вузах. Башкортостан – лидер в стране по числу образовательных кластеров среднего профессионального образования. И в следующем году по федеральному проекту «Профессионалитет» откроются еще 8 по всей республике. По итогам 2027 года в республике будет создано 35 кластеров. Это прежде всего модернизация материально-технической базы, создание современных условий как в лабораториях, так и, соответственно, в общежитиях. Но и самое главное – подготовка кадров под запросы работодателя. На их создание республика получит почти 700 миллионов рублей из госказны и внесет 400 из своего бюджета. Так, например, в Уфимском колледже технологии и дизайна уже 2 года в новых условиях готовят специалистов в области креативных индустрий. Появились несколько зон для студентов, от будущих пиарщиков до дизайнеров. Наш колледж отправляет студентов на множество конкурсов, в том числе на Всероссийский чемпионат Артмастерс, где я стала финалистом в 2025 году. Мне очень нравится система обучения здесь. И у нынешних выпускников выбор широк. Это реальный шанс получить хорошую профессию и остаться работать дома. У нас сильные педагоги и система образования. Однако учебные корпуса и общежития нуждаются в обновлении. Но и этот вопрос успешно решается. Алия Эльтубаева, Булат Садриев, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Башкортостан занял 2-е место среди регионов России в рейтинге развития транспортной инфраструктуры. Эксперты отметили федеральные трассы, городской электротранспорт, а также пассажирские ЖД и авиаперевозки. К слову, Уфимская воздушная гавань вошла в 10 крупнейших в стране. Подробности у Анны Морозовой.
Раннее, но доброе. Именно таким зачастую бывает утро в аэропорту, когда в предвкушении долгожданного отдыха стоишь в очереди на регистрацию. Такое начало дня выдалось и у Надежды Турулиной. Правда, на юг она летит домой, а вот отпуск провела в Башкортостане, на малой родине. Раньше, говорит женщина, дорога сюда и обратно отнимала много сил и времени. Теперь проблема решилась. Из Уфы в Геленджик запустили прямой авиарейс. Я очень долго этого ждала, поэтому не была здесь, наверное, лет 15, потому что неудобно ни из Краснодара, ни из Сочи до Новороссийска просто так не добраться. Особенно местным жителям это просто лень. Вот, а сейчас это очень хорошо. Так теперь путь по воздуху из Уфы до Геленджика займет всего 3 часа 45 минут. Данные рейсы – это результаты слаженной работы с сотрудников аэропорта Уфа и авиакомпании. Рейсы будут выполняться один раз в неделю на воздушном судне Boeing 737 с компоновкой 189 кресел. Надеемся, что данный рейс будет востребован среди жителей нашей республики. Стоит отметить, что за последние годы авиасообщение из Уфы значительно расширилось как по внутренним, так и по международным направлениям. В 2025-м Уфимский аэропорт обслужил почти 5 миллионов пассажиров. По сравнению с предыдущим годом прирост составил 4%. Возобновились рейсы в Краснодар, а также появились новые маршруты. В Горно-Алтайск, китайский город Санья, а также во Вьетнам и в Шри-Ланку. В этом году из Уфы можно также улететь в Сухум, Актау, Бахтар и Владикавказ. Планируется восстановить регулярное авиасообщение с Минском. Не отстает республика и по объему пассажирских ЖД-перевозок. На Куйбышевской железной дороге Башкортостан – абсолютный лидер. Основные направления сегодня обслуживают «Ласточки» и «Финисты». Более 15 новых поездов в регионе появились с 2021 года, сформировав таким образом транспортный каркас, а именно западный, южный и восточный экспрессы. С мая этого года начал курсировать поезд Уфа-Самара. За столь короткий период прокатились на нем уже более 5500 человек. Решили на выходных скататься, отдохнуть, в термос сходить, пока тут перед сессией, после экзаменов, пока есть время свободное. Меньше времени занимает, чем поезд. На электричке 7 часов, на поезде 9, по-моему. Вот, и дешевле получается, как минимум по студенческому. С появлением скоростной «Ласточки» время в пути сократилось до 6,5 часов. А благодаря просторному салону, бесшумному климат-контролю, панорамным окнам и плавному ходу дорога стала не только быстрой, но и по-настоящему комфортной. Причем не только для пассажиров, но и для машинистов. Кондиционеры, все есть, круиз-контроль есть, все необходимые условия для облегчения нашей работы присутствуют. Поезда современные сейчас, управлять довольно удобно и этим поездом, и путь следования намного легче становится. Кроме Самары, на новых поездах также можно добраться до Челябинска, Оренбурга и Белорецка. А транспортная доступность, как отмечают эксперты, напрямую влияет на туристический поток в регионе. Если взять маршрут Уфа-Челябинск, то пассажиропоток прогнозируется до 200 тысяч человек. Далее очень быстро теперь можно добраться из Уфы до Самары и Магнитогорска. Это очень хорошо для туристов и бизнесменов. Они могут поехать утром и вечером уже оказаться дома. Активно обновляется и автопарк. Так, за последние 5 лет Башавтотранс приобрел более 1500 автобусов. 85 из них были закуплены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». К слову, в этом году в нормативное состояние приведут свыше 570 километров дорожного полотна и более 20 мостов. Работы будут проводиться в Мишкинском, Бураевском, Янаульском, Балтачевском, Татышлинском и Дюртюлинском районах. Значит, работы здесь ведутся, работы здесь ведутся. А вот в Ишимбайском районе совсем недавно завершился ремонт участка трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск протяженностью 8 километров. Новостью глава республики поделился со своими подписчиками в соцсетях. Ранее Ради Хабиров и сам неоднократно ездил по этой дороге. Главная моя цель – посмотреть перспективы строительства дороги через Ишимбайский район в сторону Бульзяна и Белорецка. Вы знаете, мы все-таки решили создать такую транспортную альтернативу дороге Уфа-Инзер-Белорецк. В некотором смысле это и короче будет, и другой маршрут.
Настоящим подарком новая дорога стала для жителей Кулгунина. Раньше добраться до дома местные жители могли лишь по дороге, проходившей через село Макарово. По времени в пути особой разницы не было, а вот качество полотна отличалось значительно, особенно по весне, когда ту дорогу очень сильно размывало. Чтобы решить эту проблему, здесь в 2015-м уложили гравийный асфальт. Вот только высокой прочностью он не отличался. Со временем образовались ямы и снова проблемы с дорогой. Народ очень мучается по этим дорогам, машины ломаются постоянно. Как бы у нас рабочих мест очень мало, как бы люди занимаются фермерством, пчеловодством, поэтому часто в город приходится ездить. Вот. А также вот скорая неотложная помощь у нас очень долго добирается из-за отсутствия дорог. Ремонтные работы начались еще в 2024-м. Кроме нового качественного асфальта, здесь также установили барьерное ограждение, дорожные знаки и освещение. Дорожники завершили работы в срок. На сегодняшний день всех милости просим. Прекрасные виды на дороге и, самое главное, она безопасная. В планах у нас продолжение реконструкции этого участка дороги по поручению главы Республики Башкортостан Ради Фаритовича Хабирова. Следующая протяженность – это 15,5 километров. Сейчас ведется проектирование. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Планируется, что новая дорога не только облегчит жизнь местных жителей, но и привлечет туристов. Ведь по ней можно добраться до живописных мест в Ишимбайском, Бурзянском, Белорецком и Абзелиловском районах республики. Анна Морозова, Алия Эльтубаева, Роберт Давлетбердин и Вахид Халимов. Итоги недели. Пусть не полностью закрытый для движения автомобилей, но свой уфимский Арбат. Оценить новую пешеходную зону, которая создается в столице республики, можно будет уже в этом году. На неделе глава республики ознакомился с ходом благоустройства улицы Октябрьской революции. Кстати, это не единственное общественное пространство в Уфе, которое этим летом приводит в порядок. Тему продолжит Руслан Патаргариев. Общая протяженность вообще 1,3 километра. У нас улица Воровского 1,3 километра. Вот один участок, там порядка 400 метров готов, вот, и где-то 900 с лишним метров остается. От улицы Ленина и до Цурюпа завершили, строители двигаются дальше. Главе республики докладывают о ходе работ по благоустройству Октябрьской революции. Сейчас основной фронт работ развернут на участке от Цурюпа до Новомостовой. Здесь уже обустроили более 1 километра бордюров и приступили к укладке гранитной брусчатки. Дорогу мы здесь сузили, и по бокам будут очень широкие такие площадки для прогулки. Вы сами видите, мы уже, гранитом начали класть, и, соответственно, у нас здесь уже формируется пешеходная зона. То есть до Новомостовой мы уже в этом году сдадим, и здесь уже можно будет гулять по красивой, освещенной, озелененной улице. 2 полосы для движения автомобилей и пешеходная зона шириной до 4,5 метров. Помимо этого будут организованы парковочные места и велодорожка. Ранее на этом участке был проделан большой объем работ по замене инженерных коммуникаций. По проекту предусмотрено доведение сетей водоснабжения, водоотведения, газа и электроснабжения до земельных участков существующих зданий. В рамках проведения работ по дорожному покрытию также были дополнительно проведены работы по сетям. Сети учли сегодняшние нормативы необходимые, поэтому здесь работа ведется комплексно, не только касательно объектов культурного наследия, но и в перспективе работы будут касаться и благоустройства прилегающей территории. Благоустроить улицу – это один вопрос, другой более серьезный – реставрация объектов культурного наследия. Их немало, и состояние оставляет желать лучшего. Здесь потребуется помощь инвесторов, подчеркнул в общении с журналистами глава республики. Более 70 объектов культурного наследия улица Октябрьской революции по праву является самой старинной в Уфе. Здесь располагается и дом Демидовых 1770 года постройки. Самое старое жилое здание из камня в городе. Проект реализуют в несколько этапов. Само благоустройство улицы планирует завершить в 2027-м. Таким образом, у Уфы появится свой Арбат – полупешеходная прогулочная зона. В будущем по задумке с музеями, кафе, магазинами сувениров и творческими пространствами. А вот реконструкцию парка имени Ленина должны закончить уже в этом году. На территории будет несколько детских и спортивных площадок. Также построят 2 кафе. О том, как продвигаются работы на неделе в соцсетях, рассказал Ради Хабиров. Вот за моей спиной, чтобы для понимания, это вот фонтан. Фонтаны 2, это будут шедевры фонтанного искусства, думаю. И здесь огромное спасибо Сберу, потому что
Сбер делает такой подарок жителям Уфы. Вот, финансируя очень существенно нашу работу. Вот, мы уже начали класть дорожки. Вообще по плану мы 11 октября этот парк должны ввести. Тем временем в Уфе продолжается благоустройство еще одного общественного пространства. В Октябрьском районе обновляют сквер имени Рихарда Зорге. На его территории обустроят спортивную зону и игровую площадку для детей. Но и самое ценное в историческом плане, там появится 2-метровая стелла в честь советского разведчика Зорге. Заброшенный участок между домами преобразится. У нас будет еще одно комфортное пространство, где будут гулять молодые ребята. Улица станет, наверное, для туристов одной из достопримечательностей. И таких мест в нашей столице появляется все больше и больше. Объект входит в перечень 144 общественных пространств, которые выбрали жители республики во всероссийском голосовании, чтобы обновить в текущем году. Все в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Вот эта фотография, она сейчас у него на памятнике. Он с малых лет хотел стать военным и даже обещая что-то, говорил не честное слово, а честное офицерское, рассказывает мама Арсения Воробьева Наталья Демина. После окончания речного училища молодой человек отправился на службу по контракту. В этот же период началась СВО. 26 февраля 2022 Арсений погиб от взрыва гранаты, но память о нем жива. У него очень много арт-объектов, у него 3 мемориальные доски, граффити на речном училище. Мне предложили, как маме первого погибшего, сделать прототипом одного из солдат, там же 3 солдата будет, одного из солдат прототипом Арсения. Речь идет об арт-объекте в Уфимском парке «Волна». Правда, появится он или нет, пока говорить рано. Выбирать будут жители онлайн-голосованием в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Всего в 2027 году в Башкортостане должны благоустроить 152 объекта. Руслан Трагареев, Булат Садриев, Азат Ишбулатов и Марат Хамитов. Итоги недели. 8 июня в России День социального работника. Профессия, где невозможно работать без сердца. Эти люди – тихие ангелы. Они первыми принимают на себя волны людских проблем, покупают лекарства, приносят квитанции и просто дарят тепло, которое так нужно пожилым. А те, кто выбрал девизом «помогать по зову души», в репортаже Камилы Камильяновой. В свои 85 и 79 супруги Тимиргазины уже не могут сбегать в магазин за батоном или дойти до управляющей компании. Но их глаза не выдают страха одиночества, потому что в дверь стучится не просто человек из соцзащиты, а уверенность в завтрашнем дне. Розапачу заказали, вот это хлеб принесла, медикаменты принесла, пирог принесла вам. Рамиля Харрасова предана этой работе 22 года. Сначала пришла помогать, сейчас живет этим. Вместе с мужем Фанисом они трудятся в центре «Доброе сердце». Дважды в неделю маршрут, который не нанесешь на карту. Его можно только прочувствовать. Ну, в деревне эта работа важна, конечно. Без соцработника в деревне никак, потому что у них техники нету. У нас в деревне аптеки нету, почты нету, почтальонкулар даже нету сейчас. Мы сами все квитанции забираем, квитанции все привозим, все пишем и заплатим в Красной Горке. Вот все это дело делается с нами, мы все делаем сами. Работа в паре с мужем позволяет охватить больше подопечных. Пока Фанис помогает по хозяйству, Рамиля решает другие задачи. Соцработники сегодня – это универсальные солдаты. Они и записать к врачу помогут, и в поликлинику проводят. Они меня в определенный час возят туда показать врачу. Мои дети спокойны за меня, потому что у меня около меня социальные работники. Вам уже одобрили, да, бизнес-план? Да, уже все. Ждем. Но помощь – это не только тяжелые сумки и ходунки. Оксана Борисенко уже 10 лет трудится в центре занятости в Альшеевском районе. Здесь другая беда. Когда нет работы, теряют не только деньги, теряют веру в себя. Труд у нас нелегкий. Работать с людьми всегда трудно, тяжело. Все разные. Разные поколения, разного возраста приходят, обращаются в поисках работы. То есть мы, получается, соединяем тех, кто ищет работу, и тех, кто ищет работников. В Башкортостане более 10 тысяч сотрудников социальных служб ежедневно делают невидимую, но жизненно важную работу. Накануне лучших из них чествовали в колонном зале Уфы. Благодарственные письма от имени главы республики вручили тем, кто привык оставаться в тени. Но в этот день они вышли в центр зала, потому что их скорая помощь
для человеческого достоинства действительно заслуживает громких аплодисментов. Очень важен вклад работников отрасли, сотрудников, потому что у нас вот сегодня награждаемые есть сотрудники наших учреждений, подведомственных Министерству семьи и труда, которые в отрасли находятся уже более 30-40 лет. Для некоторых это первая работа, на которую они пришли и до сих пор находятся на своем рабочем месте и делают главное – оказывают помощь тем, которые сегодня нуждаются. В городе легко заказать такси, а в Альшеевском или Нуримановском районах, где расстояние меряют километрами бездорожья, соцработник – это и водитель, и грузчик, и психолог, и единственный голос в тишине. В суете мы редко их замечаем, но именно они, как батарейки в холоде. Пока работают, тепло сохраняется в каждом, даже самом отдаленном доме. Камила Камильянова, Булат Закирьянов, Вахид Халимов, Иван Шабрин. Итоги недели. Башкирские спортсмены готовятся к главным российским стартам. Республика ждет спартакиаду народов России в августе-сентябре этого года. В масштабном форуме примут участие около 1500 человек. Регион представит 120 атлетов в разных видах спорта. Мероприятие станет отборочным этапом для формирования сборной России к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. О том, как проходит подготовка к предстоящим стартам, в нашем следующем сюжете. Получится, и скорость будет, и рука, и нужно направление тебя ведет. Давай. Поймать волну и удержать равновесие. Над этим компонентом работают спортсмены на тренировке. Гребцы проводят на воде по 2 часа утром и вечером в любую погоду. Температура позволяет. Канал пополняется из теплого озера. Это делает комплекс гребного слалома в Уфе уникальным объектом. Работаем, раскатываемся, тренируемся. У нас разные виды тренировок. Например, там есть тренировки по объему. То есть мы там просто накатываем, работаем в среднем темпе. Есть тренировки короткими участками в высоком темпе, чтобы нарабатывать скорость, юркость. Многие из ребят равняются на еще одну воспитанницу башкирской спортшколы по гребному слалому, призера чемпионата мира Алсу Миназову. Я нахожусь в Германии, в городе Аугсбург, где у нас пройдет Кубок мира с 12 по 14 июня. Ну а уже в августе мы встретимся в моем родном городе Уфа на спартакиаде народов России. Это очень классное событие, потому что соберутся сильнейшие спортсмены со всей страны и будут соревноваться в различных видах спорта. В августе-сентябре республика в числе 7 регионов страны примет у себя спартакиаду народов России. В Уфе пройдут состязания по спортивной борьбе, фехтованию, гребному слалому, велоспорту, плаванию на открытой воде и триатлону. Ради Хабиров на еженедельном оперативном совещании отметил значимость этих соревнований для региона и страны. Я просто хочу сказать, что в календарном плане Министерства спорта Российской Федерации спартакиада народов России – это самые высшие соревнования в Российской Федерации. И ряд соревнований пройдет по ряду видов дисциплин у нас. Это для нас очень большая ответственность. Подчеркиваю, это высшие соревнования в Российской Федерации. Не думают об отдыхе и летнем отпуске воспитанники спортшколы Олимпийского резерва республики по велоспорту. На занятии в Уфе только часть команды, остальные на сборах, а кто-то еще выступает на всероссийских соревнованиях. Отбор кандидатов у нас идет по соревновательному режиму. Соответственно, у нас в республике проводятся между районами соревнования. Оттуда отбираем сильнейших спортсменов и готовим их к дальнейшим стартам. Соревнования спартакиады по велоспорту стартуют 1 августа. Индивидуальная гонка по шоссе пройдет на трассе восточного выезда. Групповая гонка на 170 километров. У мужчин и 110, у женщин состоится в Чешминском районе. Но многие уже, наверное, знают, у нас 2 года проходила международная гонка «Тур России». Это по той же трассе ребята будут наши соревноваться. В целом, организаторам в прошлых годах очень понравилось, как проходят у нас гонки. И мы надеемся, что не подведем. Звук клинков в тренировочном зале почти не затихает. Занятия в центре фехтования проходят ежедневно. Раперисты сменяют шпажистов и наоборот. Этот сезон для них стал успешным. Ростислав Хамдамов – член сборной республики. В этом году он победил на первенстве России и стал серебряным призером юниорского этапа Кубка мира.
Самая яркая победа в этом сезоне для вас? Я думаю, победа на первенстве по юниорам в городе Орел в начале января. И в личных, и в команде мы выиграли. На неделе стало известно, что исполком Международной федерации фехтования допустил всех российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой без ограничений. А пока впереди у Ростислава Хамдамова и других башкирских спортсменов выступления на спартакиаде народов России. У нас отобралась сборная команда двумя составами по мужской рапире, женской рапире, по одной команде в шпаге мужской и в шпаге женской. Ну и, конечно же, все самые великие наши спортсмены, они будут участвовать на спартакиаде. Спартакиада станет главным отборочным этапом для комплектования сборных России к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Юлия Паршина, Гульфия Нчегулова, Амирхан Каримов, Владислав Минязев. Итоги недели. Далее мой коллега Руслан Шарафудинов расскажет о ключевых событиях минувших 7 дней в контексте личного мировосприятия. Смотрите его авторскую рубрику «Между нами». Но я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафудинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Неделя была богата на события, главными из которых, безусловно, стал Питерский международный экономический форум и назначение нового исполняющего обязанности мэра Уфы. Накануне ПМФ был опубликован ежегодный политический рейтинг «Госсовет 2.0» от ведущего федерального агентства Минченко, где Ради Хабиров поднялся на 8 позиций по сравнению с прошлым ранжиром и вошел в топ-10 так называемой «зеленой зоны губернаторов», то есть в высшую лигу. Это там, на Олимпе большой политики, рядом с Собяниным и Рамзаном Кадыровым, где лидеры регионов действительно лидеры и очень твердо стоят на своих политических ногах, несмотря на всегда сложные погодные условия и переменчивый ветер. Рейтинги, конечно, вещь условная, но тем не менее берутся не с потолка и позволяют делать вполне определенные выводы. А вывод здесь простой. Запас политической прочности у Радия Хабирова сегодня такой, что все происки и старания врагов не могут поколебать его позиции в федеральной системе координат. После каждого информационного удара он становится только сильнее, как будто он непотопляемый, или скорее тефлоновый. Ну вот не прилипает к нему чужая грязь. Как бы этого не хотелось оппонентам, хейтерам, троллям и прочей иноагентской нечисти. Почему? Хабиров за все годы во власти не забронзовел и не почивает на региональном троне. Он постоянно в гуще событий, людей и их проблем. И честно делает все возможное, а то и невозможное, для того, чтобы их решать. Решать, двигаться, причем с опережением, и сопереживать. Такой вот простой, но надежный рецепт политической нержавейки Хабирова, которая с годами уже закалилась до легированной стали. Петербургский международный экономический форум как будто специально создан для того, чтобы оценить реальный вес руководителя, компании или региона. Пожалуй, сегодня это главная политическая и экономическая конгресс-площадка для России в нынешней геополитической реальности. Потому что вся и руководящая, и решающая Москва во главе с Путиным находится в эти дни в Питере. Здесь представлены не только крупнейшие федеральные экономические игроки, но и регионы, те, которые могут себе это позволить. И даже на этом фоне Башкирия выделялась. На этой выставке региональных достижений мы главный экспонат. Дело не столько в том, что умное интерактивное древо ШЖР стало нейроизюминкой и нашего стенда, и всей выставки, и отвечала на любые вопросы гостей, от инвестпотенциала республики до рецепта башкирского меда. Дело в сути. Встречи, переговоры, презентации башкирской делегации шли сплошным потоком. Все собеседники сплошь статусные политические и экономические персоны первой величины. Было подписано более 30 соглашений на общую сумму более 100 миллиардов рублей. Причем абсолютное большинство проектов не просто протоколы о намерениях, а конкретные сделки с реальным финансовым содержанием. Здесь и внешний экономический трек с Белоруссией и Узбекистаном, и троллейбусы, и сельхозтехника, и напитки вместе, и целый горно-промышленный городок в Хайбулевском районе. Особенно обнадеживающим прозвучало обязательство Росавтодора восстановить наши местные дороги, разрушенные после строительства федеральной трассы М-12 «Восток».
Да, этот объект дорожной инфраструктуры масштабный и важный, но межрайонные дороги Болтачево, Бураево или Дюртюлях для нас не менее, а может даже и более важны. Федеральные строители-дорожники сделали свое дело и ушли, а районные власти потом вместе с республикой ломают голову, где взять ресурсы на ремонт местных дорог, раскуроченных большегрузами-самосвалами. Все это время власти республики добивались от федералов сатисфакции и возмещения ущерба. И вот лед, в смысле щебень, тронулся. Росавтодор обещал ответить за испорченный асфальт. Понятно, что протокольному подписанию любого соглашения в интерьере нашего стенда в Питере предшествовала большая предварительная работа. И это безусловная заслуга всей управленческой команды региона. Просто форум – это время собирать урожай, в некоторых случаях посеянного годы назад. С бухты-барахты на эту гору не забраться. Тут должна система работать. И практически все основные спикеры – знакомые все лица, которые были в Уфе по тем или иным позитивным поводам. Это к вопросу о том, зачем мы делаем Башкирию гостеприимным местом. На питерском форуме по традиции был озвучен ежегодный рейтинг инвестклимата регионов, очень престижный. Как и в прошлом году, мы удержали в нем 3-е место и делим его на минуточку с Санкт-Петербургом, для понимания. И это очень круто. По питерскому форуму четко видно, какое место мы занимаем в табеле о рангах российских субъектов. И наша родная Башкирия однозначно в числе лидеров, топ-регион. А Хабиров, что и говорить, настоящий тяжеловес, который вывозит на себе экономику республики в эту суровую годину. И в завершение вернемся из Питера в Уфу, где на минувшей неделе появился новый исполняющий обязанности главы города Рустам Шарипов. Последние 12 лет он возглавлял Бурзянский и Хайбулинский районы республики. Возглавлял эффективно. Да, это сельские районы, но принципы муниципальной службы везде одинаковы, и соответствующий опыт у него большой. Да, честно говоря, для абсолютного большинства непосвященных это неожиданное кадровое решение, у которого на самом деле своя глубокая логика. Город-миллионник – это огромное хозяйство и очень хлопотное. Это работа сутки напролет и большая ответственность. А главный принцип муниципальной службы в том, что глава города прежде всего хозяйственник, который должен заниматься хозяйством, жилищно-коммунальным, дорожным и бытовым. Зимой убирать снег, а летом подметать улицы. И вот тогда будет порядок. До свидания, дорогие друзья. С вами был Руслан Шарафутдинов и рубрика «Между нами». Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо.